Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Художественная гимнастика – один из красивейших видов спорта, но при этом очень сложный как физически, так и эмоционально. Соперничество между клубами и спортсменами, постоянная работа с физической и духовной составляющей. В Якутии гимнастику любят и уважают. Об этом говорят множество побед наших спортсменов и любовь зрителей. И с нашей сегодняшней гостьей, одной из сильнейших тренеров по художественной гимнастике в республике, руководителем клуба «Либерти», тренером из одной из сборных наших команд Якутии по художественной гимнастике для участия в играх «Дети Азии», кандидатом в мастера спорта и судьей первой категории Александрой Бронских, мы поговорим о том, как шло становление и развитие этого красивого вида спорта в регионе. Добрый вечер, Александра. Здравствуйте, Яна. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что пришли. Вот вы уже в спорте, ну, даже, наверное, не в спорте, а в тренерстве больше 10 лет. 10, или я ошибаюсь? Чуть больше, да, 12. Расскажите, как вы пришли в спорт, когда начали заниматься, и вот на сегодняшний день о вашей команде. Вообще, я родилась в городе Кургане, это Уральский федеральный округ, соответственно, там и пошла заниматься. Привела меня в секцию мама. Раньше это был дворец спорта назывался. Спортивная школа Олимпийского резерва там располагалась. И буквально находилась через дорогу от нашего дома. Поэтому мы решили, что... Ну, как мы решили? Родители решили, что поведут меня именно туда, потому что это близко, ходить близко. Если что, я вырасту и смогу сама туда ходить. Начала я заниматься гимнастикой в 5 лет. Ну и вот по сегодняшний день еще не закончила. То есть моя профессиональная карьера как гимнастки закончилась после 11 класса. И в 20 лет я уже пришла помогать, тренировать, то есть, ну, официально, так скажем. И вот по сегодняшний день этим занимаюсь. А расскажите про своего первого тренера. Ведь первый тренер – это такой большой вклад в развитие ребенка и вообще становление личности. Вот как вы считаете, так ли это? Я считаю то, что первого тренера ребенок 100% запоминает. То есть неважно, во сколько вы привели, в 4, в 5, в 3 года. Первый тренер, если вы занимались не 1 месяц, да, на протяжении 2-3 лет, то первый тренер очень много закладывает ребенку, да, в память. И ты проносишь вот воспоминания через всю жизнь. Мой первый тренер — это Аптина Анна Николаевна. Вот видите, я даже помню, да, как бы просто фамилию, имя, отчество. И мы занимались... Наверное, я у нее занималась на протяжении 3 лет. То есть это также были в дюшке группы начальной подготовки, самые-самые малыши. Я помню, что у нас в ДЮСШ было 3 этажа. То есть первый — это вот такой холл, второй — большой зал, там занимались уже старшие дети, сборная команда Курганской области. И на 3-м этаже там был балкон, и малыши как раз занимались на 3-м этаже в таком маленьком зале. И я все время смотрела вниз с балкона, вот как занимаются старшие дети, как занимается сборная команда. И мне очень хотелось вот туда, вот в этот большой зал попробовать, потому что пространство, потому что предметы. Вот. И буквально через пару лет как раз вот Анна Николаевна поняла, что уже, наверное, в малышковой группе тесно, да, и пару девочек она как раз привела на просмотр к моему следующему, да, второму тренеру, уже с которым это Хрусталева Вера Альбертовна, с которой я уже всю жизнь свою спортивную и прошла. И я помню, что когда привели меня на просмотр к второму тренеру, более уже старшую группу, мы были самые младшие, там было задание — это прыгать двойные прыжки. Девочки учились прыгать двойные прыжки. Видимо, что я так хотела произвести впечатление на тренера, что я сразу вот просто с первого раза этот двойной прыжок прыгнула. Я даже не поняла, как у меня это получилось. И она сказала: все, тогда эту девочку мы оставим, пусть остается. И все, и дальше уже всю спортивную жизнь я вот с этим тренером прошла. Но, конечно, Анна Николаевна, да, первый тренер, запомнилась. Она мне запомнилась как очень доброй. Первый тренер обязательно должен быть очень добрым к детям, чтобы у детей сформировалось вообще правильное впечатление об этом виде спорта, чтобы они влюбились в этот вид спорта, чтобы они с желанием приходили на тренировку. И тоже у меня вот одно из воспоминаний, то, что я все время хотела домой к тренеру попасть. Не знаю почему. Интересно. Да, то есть мне всегда хотелось прийти в гости. Я все время у нее спрашиваю: а когда мы к вам в гости пойдем, когда мы к вам в гости пойдем. Но вот этого не случилось, но, видимо, у меня прямо вот в детстве это очень хотелось этого.
Вот. Также помню, как были у нас соревнования, самые, может быть, первые очень. Раньше же было как? Первое, второе, третье место. Все, остальные 60 детей у нас стоят за третьим местом. То есть сейчас как бы организаторы стараются предусматривать больше количество категорий, да, в которых могут награждаться гимнастки, обязательно какие-то поощрительные подарки, обязательно какие-то номинации, да, то есть чтобы как можно больше детей мы могли отметить. Раньше такого не было, то есть вот в мое время, когда я занималась, такого не было. Первые 3 места, остальные свободны. Вот. И я заняла 4 место. Это обидно. Это очень, да, было мне обидно. Но я тогда этого не понимала, что это 4 место. Я просто плакала, то, что мне не дали никакой подарок. То, что меня не вызвали за грамотой, то, что мне не дали подарок. Вот. И я помню, что мой тренер, вот как раз Анна Николаевна, первый тренер, она достала из сумки брелочек, потому что я очень горько плакала там после парада, и мне его подарила. И он до сих пор у меня дома хранится, вот как память о своем первом тренере. А вот расскажите, как вы в Якутию-то попали? В Якутию я приехала в 2016 году. Я приехала зимой, в феврале. Причем я приехала, мне кажется, в самые, Пик самые морозов, холодные дни, да, потому что у меня вообще первое впечатление, то, что очень холодно. Ну, наверное, это у всех такое впечатление, когда ты приезжаешь и попадаешь вот в эти лютые морозы. Очень холодно, и я шла по улице, и очень сильная метель была, и очень холодно. И я шла и думала: господи, куда я вообще прилетела, почему так холодно, когда уже потеплее будет. И мне сказали: ну, месяца 2 еще подожди, потеплее будет. Вот, я прилетела по приглашению одного из клубов. Нужно было подготовить детей к отборочным соревнованиям, к майским. Вот, со своей задачей я справилась, детей подготовила. И попросили еще остаться на чуть-чуть. Как раз это был 16-й год, это были игры «Дети Азии», они также проводились в Якутске. И мы еще остались на игры, потому что на всех играх есть культурная программа, это показательные номера, да, гимнасток, которые выступают в момент открытия соревнований по гимнастике, закрытия, какие-то мини-упражнения показательные делают, да, чтобы паузы заполнить. И вот как раз я участвовала с детками в качестве культурной программы на этих играх. И все, и потом как-то все затянулось, осталось, потому что, знаете, есть поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но это вот 100% так. Вот. И мне посчастливилось поработать с несколькими клубами в Якутии. Удалось поработать некоторое время вторым тренером со сборной командой республики. Девчонки готовились как раз к играм 2020 года. К сожалению, случилась пандемия, и да, игры перенесли на 2 года. Вот. И я пришла уже наконец к тому, что открыла уже свой собственный клуб, вот как вы сказали, «Либерти», вот, который, успешно, я надеюсь, работает. Вот. По поводу сборной команды, по поводу того, как получилась сейчас с ней работа, у нас вообще в клубе было групповое упражнение. Были девчонки, которые уже со мной, причем некоторые с 6 лет, то есть это уже мы такой цикл очень большой прошли, они в 6 лет ко мне пришли, в 16-17 году, сейчас им уже 14 исполняется, и был такой хороший костяк группового упражнения. В 23 году, то есть год назад, в мае, когда начали собирать вообще команды для игр, к нам приезжала наш старший тренер Ксения Павловна Дудкина и проводила отбор среди групповых упражнений, неправильно сказала, среди возраста 9, 10, 11 года выбирали девочек, которые смогут которые смогут претендовать на первую команду, на первую сборную и, соответственно, на вторую команду, на вторую сборную. Так как Якутия является хозяйкой игр, мы представляем, может выставить, да, 2 команды. Вот. Отобрали девочек в первую команду, тоже моя ученица туда попала, чему я очень рада, очень горжусь. Этим очень благодарны, что дали возможность такую. Соответственно, первую команду сформировали группового упражнения и сформировали вторую команду, и как раз туда вот девочки вошли, занимающиеся у меня. Они все с Якутска или есть с районов? Девочки, у меня получается сейчас 5 девочек в групповой команде, 4 из Якутска, и 1 девочка у нас из Хангаласского улуса, из Покровска, Хангаласской ДЮСШ. Тоже тренер мне ее передала как раз в прошлом году, в августе она переехала в Якутск, чтобы тренироваться с командой, чтобы иметь возможность выступать с командой. И я думаю, что вот у нас такой эксперимент этот получился, потому что
Ну, это, конечно, ответственность. Ответственность брать ребенка, с которым ты не прошла вот эту школу, так скажем, да? да, становление с ним с 6 лет. Потому что мои дети меня уже знают, я их знаю, они знают, чего ожидать от меня, я знаю, чего мне ждать от них. Вот. И, конечно, когда ребенок, вот его выдергивают из одного коллектива в другой коллектив, даже пусть это будет во благо ребенку, да, то есть это же как бы для нее был рост, правильно, как бы на более высокий уровень, все равно это для ребенка стресс. И, конечно, я очень переживала, как вот девочка, Лиана ее зовут, как Лиана это все переживет, но как команда ее примет, потому что вот одна у нас уехала в первую команду, освободилось место, как раз, да, Лиана начала пробовать, но все сложилось очень хорошо, она прекрасно раскрылась, она очень, тоже тренер сейчас ее приезжала к нам, ее первый тренер. Тамара Еремеевна приезжала к нам сейчас на соревнования, смотрела ее, и, конечно, она тоже, ну, очень порадовалась, да, как ребенок спрогрессировал, потому что, конечно, работа со сборной командой – это прогресс, прежде всего для детей. Есть такое мнение, что успехом своих учеников учитель радуется больше даже, чем своим. Вот как вы считаете, так это? Есть еще мнение, что выигрывает спортсмен, а проигрывает тренер. Да? Слышали про это? Нет. Ну вот, и успехом своих учеников, да, да, и переживаешь за своих учеников больше, чем я переживала сама, когда была гимнасткой. Потому что когда ты гимнастка, и ты этого не ощущаешь. Да, ты понимаешь какую-то часть ответственности, но так как ты ребенок, и, возможно, как бы детская психика, это немножечко по-другому переваривает, по-другому воспринимает, да, то есть они понимают, что им нужно собраться, то, что им нужно выйти, но тренер переживает намного больше, потому что понимает уже тренер с позиции взрослого человека, что вложено, сколько сил потрачено, да, на это. И, конечно, иногда думаешь, что проще самой выступить, чем смотреть. Вот. Но я радуюсь тому, знаете, что мы как раз тоже с детьми это обсуждали, что они говорят, что их как бы, ну, основная задача, то есть они себе тоже этой целью ставят, не подвести тренера, не подвести республику, ну вот на играх, да, не подвести свою команду. То есть дети в полной мере осознают вообще, что это, для чего и к чему мы идем. Ну вот, а как вы их морально готовите? То есть есть какой-то подход специальный, либо это вот от души идет и от таланта тренера? Мы очень много разговариваем. То есть вообще якутские дети — это дети, с которыми нужно очень много разговаривать. Особенно сейчас они находятся в таком периоде, в подростковом периоде. Да, вот как раз вот эти 13-14 лет, когда идет очень активный рост, да, то есть руки, ноги растут. Гормоны бушуют. Да, гормоны бушуют, то есть мы можем и поплакать, если что-то у нас не получается. То есть чего ты плачешь? Обидно, что не получается. То есть, видите, как бы здесь нужно с ними очень много разговаривать, очень много договариваться, очень много объяснять, очень много раскладывать. То есть просто так, так скажем, ну, это опять же я говорю про своих детей, вот с которыми я с маленького возраста, из которых уже сейчас вот этот путь со мной прошли. То есть просто так их, ну, какой-то физической работой, ну, не получается пока, мы договариваемся. Они очень много работают, они очень много тренируются, но у нас как бы это все идет полюбовно, так скажем. Вот, я очень надеюсь, что у них такое же мнение. Расскажите, пожалуйста, о том, как вот с маленького возраста отбирают девочек, потому что, ну, в гимнастику должны быть данные, чтобы попасть в художественную. То есть это что, растяжка, либо желание заниматься, либо как вот вы смотрите, вот тренер бывает смотрит на ребенка и говорит, вот его возьму, а его нет. И как бы и непонятно почему, вот простому обывателю, вот хочется узнать. Ну, вообще здесь очень много аспектов, на которые мы смотрим. Вот сначала расскажу про растяжку и так далее. На самом деле очень важно упорство, очень трудолюбие ребенка. То есть есть дети, которые приходят, просто в складочку не могут лечь, да, согнуться туда. Но благодаря своему, опять же, трудолюбию, своему упорству, пониманию того, для чего им это надо и как, и правильном тренерском подходе, получается очень хороший результат. Вот. По поводу, что мы смотрим при приеме девочек, да, на гимнастику.
Вот я честно вам скажу, я сначала смотрю на родителей. И я смотрю, как на внешние данные родителей. То есть если я вижу, что мама высокая, что папа высокий, то есть очень большая вероятность что того, ребенок что и будет ребенок высокий. будет высокий. Да. Да. То есть даже несмотря, они же приходят все к нам очень маленькие, в 3-4 года, они все пирожочки, они все колобочки, всех бабушки залюбили, зацеловали, всех в деревню отправили на лето. Но это же всегда так, правильно? Они к нам потом прикатываются в сентябре, на гимнастику записываться. Вот. Всегда смотришь вот в этом случае на родителей. То есть если ты видишь, что у родителей очень хорошие, ну, скажем так, данные, да? Данные, да, правильно вот. Да, объясниться, если. Длинные, ну, это рычаги называются, длинные руки, длинные ноги, то есть высокий рост, то, конечно, ты понимаешь, что будем надеяться, что ребенок не пошел там в какого-нибудь дальнего Дедушку. родственника, да. Вот. Смотришь, иногда, вот знаете, ко мне привели один раз ребенка, и у мамы был просто шикарный подъем. То есть вот на стопе шикарная стопа. Я говорю, это у вас, вы занимались чем-то? Она говорит, нет, это у меня... От природы, да, вот боженька так ее наградил. Я смотрю ребенка, у ребенка точно такая же вот природная шикарная стопа. То есть там тянуть ничего не то надо, есть там да, и не грубо надо, говоря? да. А есть некоторые дети, которых и не надо тянуть, которые настолько гибкие, то есть прям гипер они, то там не нужно тянуть, там нужно просто грамотно закачивать, потому что можно перетянуть настолько, что потом у ребенка будут очень большие проблемы со здоровьем. То есть это тоже очень правильно. Тренер должен понимать вообще и находить подход к таким детям. Есть дети, у которых иксовые, то есть коленочки выгибаются, да, иксовые ножки. То есть здесь тоже очень важно их не перетянуть, чтобы, не дай бог, не было травмы никакой. Здесь очень важно закачивать связки. То есть, ну, грамотный специалист, грамотный тренер это все знает. Также при приеме я всегда общаюсь с родителями и спрашиваю, чего вы вообще от меня хотите. То есть когда вы приводите ребенка в 4-5 лет, сейчас уже раньше приводят, да, в 3 года, вот что вы хотите лично от меня, от вида спорта, от клуба. И если я слышу, что мы хотим олимпийскую медаль, то с олимпийскими медалями в 4 года это не ко мне. А вот если у родителей очень большие амбиции, а ребенок, ну, может, он и хороший, и талантливый, но не готов заниматься, вот как с этим быть? Потому что родители, бывают, прям за руку ведут, говорят, нет, все, пошли. Вот как вы работаете с такими товарищами? Я не работаю с такими Не берете? товарищами. Нет, потому что у родителя должно быть тоже очень четкое понимание, что прежде всего это ребенок. И родительские амбиции, они никак не должны передаваться, да, то есть транслироваться на ребенка. Потому что, возможно, ребенок должен хотеть сам. То есть он должен хотеть сам, он должен идти на тренировку с желанием. То есть вы же тоже понимаете, что со слезами, с истериками ничего, это и коллектив это тоже ничего не расслабляется. получится, когда 20 человек будут ждать, пока один ребенок с истерикой зайдет на занятие. Нет, как бы такого быть не должно. То есть всегда родитель должен прислушиваться к своему ребенку, что он хочет. Да? И если ребенок не хочет эту олимпийскую медаль, если ребенок хочет заниматься, вот ему просто классно, ему классно заниматься вот для себя, пусть на среднем уровне, со средними данными, пусть будет так. Может быть, это ему даст в будущем больше, чем какие-то многочасовые изнуряющие тренировки. Потому что если у ребенка, ну вот эта звездочка, да, маленькая, если видны там, все сложилось, да, и данные, и работоспособность, и внешние факторы, и возможности родительские. Если все сложилось, то этот ребенок не пропадет. То есть, ну, он просто не затеряется, его заметят все специалисты. Мы проводим городские соревнования, мы проводим республиканские соревнования. То есть этого ребенка заметят, ему обязательно помогут. Ну вот порой говорят, что у гимнасток нет детства. Так ли это? Смотря с какого времени для вас начинается детство. Ну вот где-то примерно от рождения и лет до, ну, мне кажется, 8, 9, может быть. Прекрасное там детство, точно до
7 лет до 8, потому что, смотрите, все же идет постепенно, все идет поэтапно. Никто не возьмет у вас маленького ребенка 4-летнего и не скажет, давайте мы будем с вами 5 раз в неделю заниматься по 3 часа. Нет, это просто, это сумасшествие. Как бы грамотный тренер так делать тоже не будет. Все должно быть, вот как дом мы строим. Фундамент, и дальше уже по кирпичику. Мы же не ставим сразу крышу, правильно, на землю. То есть сначала детки у нас занимаются, вот во многих клубах это так, это 2 раза в неделю по часу. И очень много, то есть времени, там год-полтора, это вот идет 2 раза в неделю по часу в игровой форме, чтобы ребенок привыкал к тренеру, к коллективу, к гимнастике, что ему нужно остаться 1 на 1 с тренером. То, что мама, у нас родители не присутствуют на занятиях, то, что мама должна ждать за дверью, это же тоже для ребенка стресс. То есть, не каждый ребенок готов остаться вот так вот 1 на час. И затем это время начинает увеличиваться, добавляться количество раз в неделю, чтобы мы, например, к 1-2 классу вышли уже на количество 4 раза в неделю по 2,5 часа. Да, и так уже дальше. То есть сейчас сборная команда, они тренируются 6 раз в неделю по 6-7 часов, да. То есть до этого уровня еще нужно дорасти, так скажем, да. Вообще мой любимый возраст — это 1 класс. Я обожаю работать вообще с этими детьми, с первоклашками, потому что это уже и не малыши, но еще и не подростки, да, и они настолько быстро учатся, они настолько быстро впитывают в себя все то, что им тренер дает, и с ними настолько классно и легко работать. То есть они еще не понимают какой-то ответственности такой большой и не страдают, да, по этому поводу, но уже и могут показать то, что ты хочешь из них вылепить, так будем говорить. И как раз с возраста 1 класса и начинается эта активная какая-то спортивная жизнь, то есть это начинаются активные сборы, активные соревнования, какие-то мастер-классы, интенсивы, лагеря. С этого возраста как раз и спортивное детство начинается. Мы как раз сейчас после игр уезжаем в летний лагерь на море. И как раз там много девочек возраста 17-16 год рождения. Это 1-2 класс. Для них это как раз будет таким первым опытом их спортивной жизни. Посмотрим, как справятся. Надеюсь, что хорошо. Тоже надеюсь. Сегодня с вами главная цель — это поговорить про игры «Дети Азии». Расскажите, как идет подготовка. Вы сказали, что девочки занимаются 6-7 часов в день. То есть это, по сути, самая настоящая работа для них. Абсолютно. Я им то же самое сегодня говорила. Как раз я к вам приехала с тренировки. Я тоже ту же самую мысль им транслировала. То, что для меня это работа, для вас это работа, и мы должны эту работу сделать хорошо. Потому что ваши родители ходят на работу, чтобы вы могли тренироваться, да, создают вам все условия для этих тренировок. Они свою работу делают хорошо, и вы свою работу тоже должны сделать хорошо. Расскажите, как наши девочки и где будут выступать? Может быть, мы пригласим зрителей? Нужна ли вам поддержка? Конечно. Поддержка нам всегда нужна. Зрителей обязательно пригласим. Выступать соревнования по художественной гимнастике у нас будут 27, 28 и 29 июня. Они будут проходить в спорткомплексе «Дахсун». Поэтому мы всех приглашаем. У нас 2 сборные. 1 команда, 2 команда. Поддержка будет нам очень нужна, поэтому всех приглашаем поболеть за девочек и насладиться этим прекрасным видом спорта. То есть к нам это действительно будет очень большой спортивный праздник. К нам приедут сильнейшие команды в групповых упражнениях, сильнейшие девочки-личницы. И вдохновиться, замотивироваться, посмотреть, поболеть — это обязательно. Прям то, что нужно. А какие команды, скажем так, нам в противовес идут? То есть по уровню подготовки, или это сложно судить? Это не то, что сложно судить. Вы знаете, все тренеры — это суеверные люди. То есть мне об этом, наверное, очень будет сложно сказать, потому что я вам скажу одно, а выйдет другое. И мы потом посмотрим это интервью, а получилось, например, не так. Да, поэтому своих соперников, во-первых, никогда не нужно недооценивать. Все готовятся. Готовятся абсолютно все. И всегда я тоже своим детям говорю, например, сегодня, если мы с тобой пропустим тренировку, а кто-то в это время готовился, получается, у него уже есть преимущество. Поэтому нужно постоянно держать себя в тонусе. И команды будут все сильные, команды к нам едут подготовленные.
Вот, поэтому будем смотреть, будем болеть и будем надеяться, конечно, что наши дети тоже вытащат свой счастливый билет на этих играх. Да, очень надеемся, будем болеть. И еще хотела спросить, на самом деле, про костюмы, потому что, мне кажется, это отдельная тема для разговора. Они настолько красивые, они настолько яркие. Это отдельный вид искусства, на мой взгляд. Вот как в этом году вы готовитесь в этом направлении? Кто Да. шьет? У нас получается 2 упражнения. Если мы сейчас говорим про групповую команду, упражнения с обручами, 5 обручей, и упражнения с булавами, это 5 пар булав. И нам сшиты что первой команде, что второй команде шьются сейчас новые купальники. Это очень моя большая благодарность нашей федерации, лично Людмиле Валерьевне, потому что у нас с ней был такой диалог о том, и она мне сказала, что наши девочки должны быть самые красивые. Я прям запомнила эту фразу. Давайте шейте купальники. Мы с ней согласовывали эскизы, то есть то, что мы хотим видеть на девочках, отправляли ей. То есть она... это просто вот, вы знаете, то есть она настолько вникает в каждую деталь, казалось бы, да, при такой огромной занятости, при своей, при бешеной просто, при всех своих обязанностях, да, делах, она вникает в абсолютно каждую деталь в процессе, в подготовке, в тренировках. То есть ей всегда можно отправить видео, ей всегда можно отправить эскизы костюмов, она всегда посоветует что-то, внесет свое, какие-то правки. То есть мы... С ней это прям очень хорошо так обсуждали, и мне очень приятно было то, что она действительно с такой теплотой к этому ко всему относится и прям вникает. И благодаря федерации у нас сейчас есть возможность выступать в новых купальниках. Здорово, обязательно посмотрим, прям с удовольствием. А вот расскажите про то, как будут судить соревнования. Приглашаются ли какие-то судьи, может быть, приезжие? Вообще, как этот процесс происходит? Да, конечно. Во-первых, у нас судьи в поле, это судьи международной категории, то есть это высшая категория, которая у нас может быть в гимнастике. Приезжают страны, каждая страна предоставляет своего судью, и, соответственно, судьи будут оценивать все соревнования. А сколько у нас стран будет в гимнастике? По-моему, если не ошибаюсь, у нас 11 не стран, у нас 11 пока. 11 команд, из них 9, по-моему, стран. Но, видите, можно меня поправить, то есть это нужно прямо уточнять у спортивных менеджеров. Сколько. То есть это будет видно уже ближе к играм. Да. А вот расскажите, как можно стать судьей, например, международной категории? То есть там же тоже градации есть и ступеньки. Вот как расти в этом направлении? Вот вы тоже судья? Да, я тоже судья, но я все-таки хочу пока расти в сторону всероссийской категории. То есть международная категория — это уже... Наивысшая Да, ступень. это уже следующий уровень, наивысшая ступенька. Все судьи сдают экзамены. Обязательно мы раз в год слушаем семинары. По этим семинарам мы проходим экзамены, это практические экзамены, то есть мы отсуживаем упражнения, выставляем оценки, и, соответственно, нужно попасть в ту оценку, которая правильная за конкретно это упражнение. Таким образом, в течение года мы также отсуживаем соревнования различного уровня, начиная от городских, региональных, всероссийских, и еще крупнее всероссийских, первенства России, чемпионаты России. Это судьи, которые идут уже на всероссийскую категорию, имеют всероссийскую категорию, могут судить эти соревнования. И, соответственно, повышаем свой уровень. Кстати, тоже хочу сказать большое спасибо федерации, то, что мы же находимся очень далеко, и не всегда у нас есть возможность поехать послушать семинар, например, какой-то. Да, оперативно. Даже потому что это будет упираться в финансовый вопрос, потому что билеты очень дорогие, проживание будет дорогое, плюс семинар, стоимость семинара. И они сделали такую замечательную вещь. В прошлом году у нас была возможность прослушать и сдать семинар онлайн. То есть это как раз... У нас есть университет в Питере, Лесговта, по физической культуре, и очень такие у нас хорошие дружественные отношения у федерации, у республики с этим университетом. И они, получается, договорились о том, что наши судьи могут прослушать и сдать экзамен, соответственно, кто-то подтвердил категорию, кто-то повысил свою категорию. И это очень классно, что это доступно так для нас стало. Это спасибо
как раз Федерации гимнастики. Ну, вы же этот же университет заканчивали? Да, у меня получилось то, что я проходила переквалификацию как раз на тренера по художественной гимнастике именно в этом университете. Вообще у меня очень интересная такая с учебой связанная сторона, да. Когда как раз началась пандемия, я должна была заканчивать свой университет в Кургане, как раз по физической культуре и спорту. Но случилась пандемия, случился коронавирус, закрылись границы. Как раз вот это было 2020 год. И получилось так, что еще онлайн-обучение, онлайн-образование еще не было. То есть это же все потом пришло. И то есть я просто не смогла выехать, потому что не принимали как раз вообще ниоткуда, все границы всех областей были закрыты. И тоже большая благодарность Арктическому государственному университету. Я, получается, принесла свои документы к ним, потому что надо было что-то делать, нужно было как-то дальше продолжать учебу. И я закончила вот Арктический государственный университет с красным дипломом по специальности руководитель хореографического коллектива. Но, конечно, этого было недостаточно для моего вида спорта, поэтому дальше документы мои отправились уже на переподготовку в институт питерский имени Лесговта, где я как раз получила квалификацию тренер по художественной гимнастике. И сейчас я уже отправила дальше свои все дипломы как раз в Чурапчинский государственный университет на управление в сфере физической культуры и спорта. Поэтому пока учеба не заканчивается. То есть самосовершенствуетесь? Все в жизни пригодится. Конечно. Надо учиться. Это очень важно. Кстати, я детям своим тоже об этом говорю, что надо учиться для того, чтобы вы могли... Во-первых, нужно знать языки. Мы в марте выезжали в Казахстан на международные соревнования, очень хорошие, с девочками. И там было очень много стран. Там были девочки из Кореи, которые общаются только на английском языке. И у меня дети приехали очень замотивированные, то, что они тоже хотят изучать английский язык, потому что, чтобы происходило общение между ними. И, конечно, я им всегда говорю, что нужно обязательно учиться, чтобы свои расширять границы, не зацикливаться на чем-то одном. Хотят ли дети стать тренерами? Очень надеюсь, что хотят. Вот эти девчонки сейчас, самые старшие у меня как раз помогают, очень сильно помогают. Они очень любят тоже возиться с малышами, очень хорошо объясняют, потому что, наверное, я все-таки в них заложила то, что я сама знаю, и они уже все дальше знания транслируют на следующее поколение. И, конечно, я очень верю в то, что они вырастут. У нас есть как раз программа целевого обучения в институте в Лесговта. Тоже это большое спасибо Федерации. И они смогут обучиться там и потом приехать и работать уже к нам в республику. Востребованы тренеры сейчас? Вообще гимнастика очень сейчас востребована. Это очень популярный вид спорта. У нас нехватка идет тренерского состава, квалифицированного тренерского состава в улусах, в городах республики. И, конечно, хочется, чтобы девчонки учились, приезжали, развивали это все. А вот где еще, кроме Якутска, сильная школа гимнастики? Вот если про города и районы говорить. Вообще я всегда своих коллег оцениваю, что мы все сильные, мы все хорошие, мы все в чем-то очень хорошо преуспели. У нас кроме Якутска есть еще школы в Мирном, у нас есть школа в Нерюнгре, есть школа в Покровске, есть школа в Нюрбе. Не школы, а... Организации. Да, организации, да. ДЮСШ у нас есть в Нерюнгре, ДЮСШ у нас есть в Мирном, ДЮСШ есть в Якутске и в Покровске. Я один раз слышала такую фразу, не знаю, подтвердите вы ее или, наоборот, развенчаете этот миф, о том, что наши девчонки, гимнастки, что они очень сами по себе мягкие и нежные. И когда приходит время соревноваться, то есть им нужно очень сильно собраться для того, чтобы показать эту стойкость, крепкость. Вот так ли это? Вообще все дети разные на самом деле. То есть каждый ребенок уникальный. И это задача тренера. Все-таки из них эту стойкость и крепкость вытащить и в нужный момент собрать их. Потому что, вы понимаете, уже когда дети готовятся на такой, так скажем, профессиональный уровень, то есть когда
они уже понимают, что нужно будет защищать честь своей республики на международных играх, то здесь уже не до нежности. Конечно, они понимают, что от них хотят. И я думаю, что они все для этого сделают, как дети, так и тренеры. Какие изменения в художественной гимнастике в целом вы бы отметили за последние, допустим, 5 лет? И как пандемия все-таки повлияла на спорт? Потому что действительно все было закрыто и время было потеряно. Гимнастика очень сильно помолодела за последние 5 лет. Очень сильно помолодела, потому что если раньше деток, например, приводили в 6 лет, сейчас у нас уже 2021 год выступал. Соревнования были 2 недели назад. 2021 год, представляете? То есть это малышки сколько? совсем. 3 года ребенку. Она уже выступала. То есть приводят уже и в 3 года, и в 2,8 пытаются записать. Мне кажется, мы скоро из роддома будем сразу принимать. Взращивать. Давайте, да, взращивать на шпагат. Нет, гимнастика помолодела. У нас очень сильно сейчас... Сейчас как бы правильно вам объяснить это все. У нас очень сильно сейчас идут разряды. Сдают? Нет, не сдают, я правильно хочу просто это сформулировать все. У нас очень быстро идет переход на разряды. То есть, это рост, получается, да, профессиональный, грубо говоря? Хотелось бы, наоборот, подольше задержать иногда детей, на каком-то разряде. То есть, если раньше нам давалось, например, на разряде кандидат мастера спорта 3 года, на первом разряде 2 года, чтобы дети могли на этом разряде подготовиться, то сейчас это время немножко сократилось. Поэтому я думаю, что тренеры, наоборот, хотели бы чуть подольше задержать деток своих в разрядах. А то, что по поводу пандемии мы говорим, это онлайн-образование. То есть мы потеряли, наверное, немного, так как мы все клубы, в принципе, в Якутске очень быстро переключились на этот формат онлайн-ведения, зум-тренировки. И потеряли мы немного. Но сейчас онлайн очень прочно вошел в нашу жизнь. Есть онлайн-сборы, онлайн-мастер-классы, онлайн-тренировки. То есть это все благодаря пандемии мы приобрели. Все-таки там были свои плюсики. Свои плюсики там были, да. Единственное, конечно, жалко, что игры, которые должны были быть в 2020 году, они перенеслись, потому что я знаю девчонок, команду, которая готовилась, это как раз команда должна была быть 2005-2006 года рождения, и они очень сильно готовились. Они очень большие умнички были. И прям очень жаль, что у них не получилось показать свое мастерство на этих играх, но я очень рада тому, что они все-таки как команда состоялись, и они выполнили норматив мастера спорта, в дальнейшем. Надеюсь, что девочки наши покажут всю красоту и всю мощь этого прекрасного вида спорта, как художественная гимнастика. Пожелаем им удачи. Я благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» заканчивается. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.